Время новостей на канале Абаза, в студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Начат ремонт взлетно-посадочной полосы. Аслан Джани провел заседание Координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства международного аэропорта Сухум. Золотую медаль Академии наук Абхазии присвоили ученому, языковеду, академику Шоте Арстава. Состоялось общее итоговое собрание Академии наук Абхазии. Транспорт уже закуплен. Проблему с вывозом мусора власти столицы планируют решить, увеличив автопарк. Президент Аслан Джани провел заседание Координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства международного аэропорта Сухум. На совещании обсуждались вопросы соблюдения графика работ. На данный момент на строительной площадке генеральный подрядчик проводит масштабную мобилизацию строительной техники и рабочего персонала. Начат ремонт взлетно-посадочной полосы. Ведутся работы по расчистке обочин, сносу старых зданий и сооружений. Силами МЧС Абхазии проводится обследование территории на наличие взрывоопасных предметов, а также расчистка территории от деревьев и кустарников. Президент подчеркнул важность своевременного и качественного выполнения работ по реконструкции аэропорта. Он поручил ответственным лицам обеспечить координацию действий всех участников проекта и соблюдение установленных сроков. Аслан Джани считает, что в отношении людей, нарушивших закон, не всегда соблюдается принцип справедливости и соразмерности наказания. В минувшем году из 422 осужденных только 162 получили реальный срок. Гуманизм нужно проявлять там, где он уместен, а тут безграничный гуманизм по отношению к тем, кто совершает преступления. Мы должны защищать наших граждан от преступных посягательств, а не жалеть преступников, сказал президент Аслан Джани генпрокурору Адгуру Аграба, представлявшему отчет о работе органов прокуратуры за 2024 год. Мы должны не о тех, кто совершил преступление, беспокоиться, а о тех, кто соблюдает законы. Их надо оградить от преступных посягательств, от влияния их идеологии. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с делегацией ливанской абхазской диаспоры во главе с председателем Черкесской ассоциации Ливана Риадом Цыба. Они обсудили сотрудничество по гуманитарной линии, деловому сотрудничеству, а также возможность репатриации соотечественников, желающих вернуться на этническую родину. Премьер отметил, что взаимодействие с диаспорой – одно из приоритетных для республики. Доклад уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия Анас Кишмария за 2023 год будет представлен на очередном заседании сессии Народного собрания в этот четверг. Амцахара и «Единая Абхазия» поддерживают кандидатуру Владимира Путина на выборах президента России. Председатель политической партии Амцахара, герой Абхазии Лёсик Цугба, в интервью Апсны-Яхья рассказал, что в преддверии выборов президента России во всех районных отделениях партии проходили собрания, на которых амцахаровцы заявили о единогласной поддержке кандидатуры Владимира Путина. Призываем всех прийти на избирательные участки 17 марта. Мы желаем скорейшей победы России в СВО и победы Владимиру Владимировичу на предстоящих выборах, сказал Цугба. Единогласную поддержку Владимиру Путину выразила и республиканская политическая партия «Единая Абхазия» во главе с председателем Сергеем Шамбо. Молодежь социальной платформы «Будущее Абхазии» поддерживает кандидатуру действующего президента России Владимира Путина на предстоящих в марте текущего года выборах президента Российской Федерации. Об этом 13 марта в ходе встречи с руководителем представительства Россотрудничества в Республике Абхазия Дмитрием Федотовым заявил министр иностранных дел Республики Абхазия Наал Арзенба. Я активно общаюсь с теми ребятами, которые у нас учатся в российских вузах. Многие из них являются участниками платформы «Будущее Абхазии». Они общаются между собой. В основном они в Москве, в Санкт-Петербурге. И это десятки людей, может уже и сотни. Я общаюсь с большим количеством наших юных студентов. И хочу вам сообщить, проинформировать, что все, с кем я общался, однозначно являясь гражданами Российской Федерации, нацелены на то, чтобы выполнить свой гражданский долг. И все высказывают поддержку действующему президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину,
Я хотел вас об этом проинформировать. Даже молодые люди собираются запустить целую информационную кампанию «Абхазия за Путина». Я думаю, что это о многом говорит, и хочу вам передать слова нашей молодежи. Министр иностранных дел Инал Арденба с руководителем представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрием Федотовым обсудили широкий круг вопросов. В частности, речь шла о поступлении абитуриентов из Республики Абхазия в ведущие вузы России. Арденба выразил благодарность Россотрудничеству за поддержку по данному направлению взаимодействия. Министр отметил, что по вопросу оказания содействия в поступлении в вузы Российской Федерации обращаются дети погибших в специальной военной операции, а также дети ветеранов и действующих участников СВО. Глава МИД отметил важность поддержки чувствительных категорий граждан по данному вопросу. Кроме того, прорабатывается идея проведения в 2024 году молодежного фестиваля в формате Республика Абхазия, Российская Федерация, Республика Беларусь. Министру по налогам и сборам Абхазии Михаилу Габели присвоен высший классный чин государственного советника налоговой службы. Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжаня. Перед сотрудниками УВД по городу Сухум стоит задача по усилению контроля дорожного движения как в дневное, так и в ночное время суток, сообщает пресс-служба МВД. Данные меры связаны с многочисленными жалобами жителей столицы на шум, который производят автомобили с большим объемом двигателей, водители которых намеренно нарушают общественный порядок и правила дорожного движения, имитируют так называемый дрифт. Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД проводит контрольные мероприятия по соблюдению норм качества реализуемой продукции. Смотрите материал пресс-службы МВД. В преддверии летнего курортного сезона МВД Абхазии приступает к подготовке мероприятий по обеспечению безопасности и правопорядка на территории всех популярных туристических маршрутов. Сегодня на побережье немноголюдно, но буквально с середины весны в общественных местах развернутся развлекательные комплексы и дегустационные залы, точки выносной торговли кавказскими продуктами и напитками. И здесь особо важно соблюдение норм качества реализуемой продукции. По указанию министра внутренних дел Роберта Кьют, Управление экономической безопасности и противодействия коррупции осуществляет системный мониторинг объектов розничной торговли и качества реализуемой продукции, в частности, выявление небезопасных для здоровья граждан алкогольных напитков. Данные мероприятия направлены на защиту прав потребителей. В прошедшем сезоне 2023 года в результате контрольно-профилактических мероприятий было изъято и утилизировано порядка 12 тонн контрафактной алкогольной продукции. Проверки с целью выявления продукции, не соответствующей качеству и стандартам, а именно реализуемых виноводочных изделий суррогатного производства, проводились на территории городов и курортных районов республики. В результате исследования отобранных образцов в Государственном комитете по стандартам потребительскому и техническому надзору выявлена и изъятая продукция признана непригодной к употреблению. Министерство внутренних дел Республики Абхазия предупреждает о необходимости наличия разрешительных документов, удостоверяющих законность и качество производимой и реализуемой алкогольной продукции. Реализация продукции без сертификата соответствия, удостоверяющего безопасность для жизни и здоровья людей, является административно наказуемым правонарушением, и лица, занимающиеся противозаконной деятельностью, будут привлекаться к ответственности. Началось оглашение приговора по делу о тройном убийстве на набережной. Коллегия судей Верховного суда под председательством судьи Майи Квицини в составе судей Генри Гамиссони и Романа Кварча оглашает полный текст приговора. Он состоит из вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей и занимает более 200 страниц. Оглашение приговора может занять более одного рабочего дня. Подробности в ближайших выпусках новостей. Накануне в столице по инициативе республиканской общественной организации «Ахица» состоялась встреча с общественностью. По словам ее руководителя Ахры Бжани, это продолжение встреч, которые проводились в Общественной палате. Обсудили ряд законодательных инициатив президента, связанных с лоббированием закона об инагентах, задержанием граждан Абхазии при переходе границы, сокрытием ноты, поступившей из МИД России в МИД Абхазии. По итогам заседания было сделано заявление, видеоотчет со встречи общественности в столице
Смотрите в нашем эфире после выпуска новостей. Печальная весть. Скончалась заслуженный учитель Абхазии. Председатель правления русской общины Ткварчалского района Валентина Давыдова. Ей было 90 лет. Валентина Ивановна больше полувека работала в Ткварчалской школе номер 2. Через нее прошли сотни учеников, среди которых был и 4-й президент Абхазии Рауль Хаджимба. Похороны Валентины Давыдовой состоятся 15 марта в городе Сухум. Покоится в городе Ткварчал. Продолжаем выпуск. 13 марта исполнилось 120 лет со дня рождения известного абхазского поэта Иуы Когония. Поэт ушел из жизни в 24 года, оставив яркое литературное наследие. Он автор многих стихов и 8 поэм: «Абата Абислан», «Навеем Зауч», «Хмыч Охотник» и другие. Поэмы написаны в 1924-25 годах на основе народных сказаний и рассказов. В Национальной библиотеке республики состоялся вечер памяти поэта. И у Когония звучат очень-очень по-абхазски. И в силу совокупности поэтических образов, заключенных в них, в силу какой-то мелодики и в силу какой-то особой абхазской душевности. И у Когония личность уникальная, творчество его тоже уникальное явление не только в абхазской, но и в мировой литературе. Дело в том, что судьбой не было ему дано пройти тот путь, на который обычно уходят десятилетия. Я имею в виду поэтическая юность, поэтическая зрелость, обретение статуса мастера. Ему пришлось сразу же шагнуть на тернистый путь поэзии уже в статусе мастера. В полет моя книга, бесстрашно лети, как птица, сильна и крылата, будь зеркалом времени и возврати нам все, что ушло без возврата. Вершителю зла злой конец предреки, стань доброму, добрым приветом. Я знаю, дороги твои нелегки, но я не жалею об этом. И детям всей силы отцовской руки, и старцам, как друг стародавний, ты станешь опорой, испив по-людски глубокую чашу страданий. Видеоверсию встречи в Национальной библиотеке, посвященную 120-летию Когония, смотрите в ближайших эфирах телеканала. Золотую медаль Академии наук Абхазии присвоили ученому-языковеду, академику Шоте Арста за достижения в науке. Ученый стал первым, кто удостоился этой медали. Об этом на общем собрании Академии наук сообщил президент Академии Зураб Джапоа. Общее итоговое собрание Академии наук Абхазии состоялось в конференц-зале Института ботаники. В повестке отчета о научной и научно-организационной деятельности Академии наук, обсуждение докладов. Подробности в репортаже Элеонора Гилаян. Перед тем, как подвести итоги деятельности Академии наук Абхазии за 2023 год, президент Академии Зураб Джапоа присвоил золотую медаль Академии наук ученому-языковеду, академику Шоте Арста за достижения в науке. Ученый стал первым, кто удостоился этой медали. Профессору, доктору филологических наук, кавалеру ордена Ахтзапша первой степени Шоте Арста 10 марта исполнилось 95 лет. Он был первым президентом Академии наук Абхазии. Хара язгвахтет абснацарадыраквар академии ежиху башксахыцра юбилей. Убрям таза абсна напхгара яхзорыжиз пара экономика глушараква рыла итхажит игахцейт ахто медаль. Уди академия турхаджи итас хахуд япхапиу وان زوسيبش يقمز ناس يرا وس باش ياخد زمختو ميدالو ناس ي وبلا ميدال ويزكنا بقرا حموب وس يحب تراوا زيجي راوا وبس بشاوي زارا رور داري حتى خوب خمبدا إيران شقو أخاي حي يشوب حب خزيت أبسنا صار درك وركاديميا بريزيديوم ماتشا يحزبت أبري أختو ميدال أبخزا
аԥхьаӡа Аԥсны Аҵаарадыррақәа Ракадемиа аԥхьатәи апрезидент Шота Ҟасҭеи-иԥа Арсҭаа ианашьазар. Также были вручены дипломы, грамоты и денежные вознаграждения кандидатам наук, научным руководителям и аспирантам. С основным отчетом выступил академик-секретарь Валентин Когония. Отчет представляет обобщенные результаты деятельности научных учреждений, входящих в систему Академии наук Абхазии. В прошлом году было проведено 3 общих собрания и 12 заседаний Президиума АНА, в которых обсуждался широкий круг вопросов. Проведены выборы академиков и членов-корреспондентов Академии, состоялось переизбрание президента. Академия Президиума Усура, Ацарауа аттестация Рахыжра Ус Апшкара, Рыцаамтаква, Ркипхра Амчхак Исайра, Айцицра, Ацарадырат Форумква, Рымепкары, Урт Рчрылар Хурей, Рыцаатр Айхтра, Шларбжаратби, Аймадараква Хатабзерала, Раргорауск Артбара. Апсва науказ, Акадрчицква, Рейцаазара проблема, Яйпмирхадзаква, В отчетном году учеными опубликовано 78 работ, а также 144 статьи для первого энциклопедического издания «Абхазия. Краткая энциклопедия» в 2 томах, 10 книг и монографий. Апсу Академия Лахулацва, Яхыз Ашксаза, Рнапышалакац, Ялакан, Ацаарадыры, Аркарей, Авайвларат Усурей. Рапсараквазиге, Ирхуп Ирцуху, Обснепш Уянтезги, Урстула, Белоруссия, Китай, США, Италия, Ирмантула, Акипхзбаз, Рыцаамтаква, Вячеслав Чрыгба, Зураб Джапуа, Январби Екба, Владимир Зантария, Алыкса Касланзия, Заур Шалаша, Аслан Авицба, Вячеслав Бигуа, Лили Хагба, Иван Тарба, Ухаубас Адзуре, Рыцаарадырат Бусумтаква, Пшинев Юхбинарихана, и тыцит. Уртрахен, аба, шухкоп, жанрла, а монография кой, а статья корейска кой, рыцарь кой. Если суммировать, то вышли в свет более 250 различных публикаций на абхазском, русском и английском языках, которые были опубликованы не только в Сухуми, но и за пределами нашей страны. Во многих городах Российской Федерации и за рубежом, в США и Китае. Задачи, стоящие перед учеными нашей страны, в течение года неоднократно обсуждались на заседаниях ученых советов институтов, президиума и общих собраний Академии наук Абхазии. Из представленных отчетов институтов Академии наук следует, что финансирование науки является самой острой проблемой. Недостаточность финансовых ресурсов тормозит, а порой и полностью останавливает выполнение планов научно-исследовательских работ. Страдает процесс подготовки новых поколений научных кадров. Ухудшается материальная база институтов, что напрямую влияет не только на расширение научных программ, но и на возобновление ранее приостановленных исследований. Академики выразили сожаление, что никто из руководства страны не посетил отчетное собрание. Элеонора Гилаян, Торник Амичба, Абаза ТВ. АГУ и пекинская компания «Евразия» намерены развивать сотрудничество. 13 марта состоялось подписание стратегического рамочного соглашения о сотрудничестве между Абхазским государственным университетом и Пекинской информационно-консультативной компанией с ограниченной ответственностью «Евразия. Китай». Документ подписали ректор АГУ, академик Олег Угварами, председатель правления Пекинской информационно-консультативной компании с ограниченной ответственностью «Евразия» Гео Чжили. Об этом сообщает отдел информации и медиакоммуникации АГУ. Завершены работы по реконструкции смотровой площадки на Сухумской горе. Работы практически завершены. Остались небольшие недочеты, которые будут устранены в ближайшие пару дней, сообщил Апсны пресс директор муниципального учреждения «Горстройпроект» администрации Сухума Астамур Пипия. Изольда Хагба переизбрана председателем попечительского совета культурно-благотворительного фонда «Ашана». Переизбрание председателя попечительского совета было проведено в онлайн-режиме. В очередной раз члены попечительского совета простым большинством проголосовали за действующего председателя попечительского совета Изольду Хагба.
Проблему с вывозом городского мусора власти столицы планируют решить, увеличив автопарк. Уже закуплен транспорт для вывоза больших объемов бытовых отходов. В первую очередь власти Сухума намерены очистить мусорный перевалочный пункт в новом районе. Сделать они намерены это к началу лета. Почему так сложно наладить регулярный вывоз мусора, когда будет запущен полигон в Гулрипском районе, и почему необходимо менять законы, регулирующие утилизацию бытовых отходов, в репортаже Марианны Котовой. Перевалочный пункт для бытовых отходов выглядит как настоящий мусорный полигон. С июля прошлого года сюда больше не завозят мусор, а с ноября регулярно его вывозят. Но до сих пор площадка бывшего таксопарка практически полностью заполнена отбросами. А ведь в 2018 году, когда в экстренном режиме закрывали Маякскую свалку, бывший таксопарк отвели под площадку, где бытовые отходы должны были сгружать из обычных мусорных машин. А затем скопившиеся отходы большегрузными машинами вывозились бы на свалку в ГАЛ. Все городские службы участвовали тогда в выборе этого места. Почему выбиралась именно эта площадка? Она имеет твердое покрытие, чтобы не происходило просачивание в землю продуктов гниения. Летом не самый приятный запах, понятно, и, скажем так, мухи, грызуны и так далее. Но, опять же, выбиралась так, что территория, чтобы хоть более-менее отнести от жилья. Вокруг этой свалки сосредоточена промышленная зона. Поэтому людям она, если ее не поджечь, конечно, на всей территории города Сухум, за исключением бывшей Маякской свалки, которая ныне неприкосновенна, другой территории нету. Если вы знаете, подскажите, где еще можно было бы сделать. Чтобы было еще и твердое покрытие, и так, чтобы сток можно было направить в систему канализации. Искали, не нашли другого. Власти Сухума намерены очистить мусорный перевалочный пункт от бытовых отходов к началу лета. По словам главы столичной администрации Беслана Эшба, коммунальщики приобрели дополнительный транспорт для вывоза мусора. Как говорит мэр Сухума, им необходимо 3-4 месяца на то, чтобы вывезти все отходы. Вот сегодня мы еще на линию ставим еще одну машину, то есть мы увеличиваем объем вывоза. Предполагаем, что при налаженной работе порядка 100 кубов в день будет оттуда вывозиться. Сейчас я вот не хотел бы вас обманывать, но я думаю, около 2500 где-то мы уже вывезли. За счет того, что была закрытая свалка, вывозили, там были перебои с автотранспортом, потому что, как вы знаете, нам недавно удалось там обновить как-то парк, что-то купили новое, что-то купили бывшего употребления, так, чтобы это работало. Я очень надеюсь, что у нас получится там где-то, может быть, где-то постараемся до начала лета, может быть, зацепим 1 месяц, имеется в виду июнь, как-то так. Жители домов, что располагаются неподалеку от свалки, сомневаются, что за 3-4 месяца властям столицы удастся вывести отходы, которые скапливались на протяжении 5 лет. Сперва, когда завозилось первый год, говорили, что это временно. Найдут место и больше не будут завозить. Но это все временное, оно всегда оказывается постоянным. Сейчас с хорошими темпами, конечно, это все убирается. Но просто сомнение, что 5 лет, что завозилось, за 1 год уберут. Хотя бы так. Надежда какая-то появилась. Перестали завозить мусор на так называемый перевалочный пункт после того, как решением руководства интернет-провайдера «Система» въезд мусорных машин на территорию таксопарка перекрыли. Арендаторы участка установили шлагбаум и наняли охрану. Хотя закрыт перевалочный пункт был по согласованию с властями столицы. Мы понимаем, что вопрос достаточно сложный и не решается в одночасье. И всегда готовы были идти навстречу и терпеливо ждать решения этого вопроса. К сожалению, нам приходилось ждать окончания курортного сезона 2022. Нам приходилось ждать поставки новой специальной техники для вывоза мусора. Нам приходилось ждать погрузочной техники для того, чтобы организовать погрузку на специальную технику для вывоза этого мусора. Нам приходилось ждать окончания туристического сезона 2023, чтобы нагрузка на коммунальные службы снизилась. По согласованию с администрацией города нами в июле месяце 2023 года было принято решение о закрытии территории бывшего
таксопарка на ввоз бытового мусора. С июля, соответственно, ввоз не осуществляется. После этого вывоз, систематичный вывоз на территории осуществлялся с ноября месяца. Если не брать в расчет несколько машин в октябре месяце 2023 года. По словам Дмитрия Халбата, они рады, что вывозить мусор коммунальщики стали чаще и больше. Но даже при таких темпах, какие наблюдаются в последние 3 месяца для завершения очистки, таксопарка потребуется гораздо больше времени, чем называет мэр. Мне сложно прогнозировать так же, как это делает администрация города. И я, как житель нового района, буду безгранично благодарен, если озвученные ими сроки будут выполнены. Но исходя из нашей статистики, из данных, которые мы сегодня имеем, мне кажется, это прогнозы немножко более чем оптимистичные. За ноябрь месяц было вывезено 37 рейсов было осуществлено. Общий объем мусора вывезен 740 кубических метров. За декабрь месяц 2023 года 41 рейс. Общий объем мусора 860 кубов. За январь месяц 2024 года количество рейсов 25, количество объем мусора 500 кубов. И февраль месяц 2024 года 23 рейса, общий объем 460 кубов. Расчет мусора взят на основании тактико-технических данных самих мусоровозов, заявленными заводом-изготовителем и размещенными у них официально на сайте. Исходя из данных, предоставленных самой же администрацией за прошлый год, в среднем объем мусора, который накопился на тот момент до начала вывоза на территории бывшего таксопарка, порядка 30 тысяч кубов. Если взять среднее количество мусора, вывозимого ежемесячно с территории, это порядка 650 кубов в месяц. Что при несложных математических вычислениях говорит о том, что в текущем объеме вывозимого мусора понадобится порядка 48-50 месяцев, то есть это порядка 4 лет. Главный санитарный врач республики также не уверена, что коммунальные службы уложатся в 4 месяца с уборкой таксопарка. Город приобрел в этом году, в начале года или в конце прошлого, или в начале этого, еще 2 большегрузные машины. Одна из них уже работает, вторая станет на вывоз мусора буквально в ближайшие пару-тройку дней. И вывоз мусора достигнет 700, в общем, около 2000 кубов в сутки. Но опять-таки, это при условии, что все машины в строю, ни одна не сломалась, при условии, что все люди работают, никто не заболел, при условии, что топлива хватает. Да? По данным, полученным мною из спецавтохозяйства, полная очистка данной площадки будет завершена в идеале в конце мая. В худшем случае где-то к середине июня. Поскольку, опять-таки, вспоминаем, что люди болеют, машины ломаются, происходит. И да, еще раз повторяю, мне и как жителю города, и тем более как главному санитарному врачу эта ситуация не нравится. Но изменить ее на данном этапе не в моих силах. Вопрос мусора в Сухуми сегодня в принципе является проблемой. Во-первых, его приходится далеко возить, аж в конец страны. Во-вторых, стихийные свалки, которые образуются в разных частях города. И проблема с ними требует времени и ресурсов. А в-третьих, низкие тарифы за утилизацию мусора, которые к тому же почти никто не оплачивает. По словам Беслана Эжба, подход к мусорным вопросам необходимо решать на законодательном уровне. Та тарифная политика за оплату за мусор, которая сегодня есть, она на самом деле не соответствует реалиям, которые сегодня существуют, и тем затратам, которые несут наши предприятия. Вообще, наверняка вы знаете, мировая практика говорит о чем. Сбор и транспортировка мусора, она действительно должна формироваться за счет платежей за то, чтобы у тебя ты избавляешься от мусора, как говорится, или, но ни в коей мере до переработки. Переработка — это немножко если переработка, то это экономика какая-то появляется, там есть какие-то свои расходы и так далее. Поэтому, что касается услуги по вывозу мусора, это должно оплачиваться жителями. Теперь я вам расскажу про тарифы. 27 рублей человека в месяц. Что такое 27 рублей? Это действующий тариф на сегодняшний день. Если там норма накопления берется в год
2 куба на человека. Сегодня это 164 рубля за 1 куб, но если вот брать там 2 куба, разделить на 12 месяцев, выходит 27 рублей на человека. Это, можно сказать, ничего. И то люди не платят. Будет приниматься жилищный кодекс, и мы тоже туда будем пытаться внести какие-то поправки на уровне других коммунальных платежей, чтобы это тоже включало в себе как обязательный платеж. Не заплатил, значит, будет через суд, через тебя будут взимать эти вещи, значит, эти платежи. Того же мнения придерживается и главный санитарный врач республики. По словам Аллы Беляевой, без повышения культуры обращения с бытовыми отходами у самого населения Абхазии справиться с мусорной бедой силами коммунальщиков не получится. Сколько раз я видела, как наши, особенно мужчины, играют мусорным кульком в баскетбол. Останавливается машина, нога высовывается, и мусорный кулек мы забрасываем мощным броском в контейнер. Попадают не все. Соответственно, этот кулек разбивается, собаки его растаскивают, красота. Или идет дама, вся такая представительная, несет маленький кулечек. Дошла до кустов, которые вот обрамляют. Оглянулась, повесила на кустике, пошла дальше. Знакомая картинка? Знакомая картинка. То есть вот это характеризует нашу культуру обращения с мусором. В планах у властей Сухума достижение 2 амбициозных целей. Первая – это полная очистка территории бывшего таксопарка в новом районе. А вторая – открытие мусорного полигона в селе Кацыкыт, которое задержалось на год из-за того, что в начале строительства не было предусмотрено возведение очистных сооружений. Но, как говорит мэр, уже через 1,5-2 месяца полигон запустят и начнут свозить туда мусор и сортировать его. Ну, уберем мы мусор в новом районе. Построится полигон. У нас какая-то система появится, да, вот так вот. А то сейчас, даже не хочу говорить, как там мусор попадает в Гальский район. Не все машины автоматом едут. Мы нашли место, где мы его аккумулируем, уйдя с нового района, в другом месте аккумулируем, потом ждем машины, которые придут, потом все вместе туда сгружаем и таким образом вывозим. А есть отдельные машины, которые напрямую едут в Гал. То есть появление полигона в Гулиевском районе как работающей структуры позволит от обратного начать выстраивать цепочку и прийти уже до, как говорится, мусорных баков или мусорных урн, там уже смотреть. Это будет еще и облегчит работу самой сортировки. Сроки реализации обеих целей уже не раз отодвигались. Разработанный план действий как с перевалочным пунктом, так и с мусорным полигоном разошелся с действительностью. Сегодня у властей другой план. Как его реализация будет соотноситься с реальностью, станет понятно в конце весны. Но сегодня планы и надежды, связанные с утилизацией мусора в столице Абхазии, выглядят более чем амбициозно. Марьяна Котова, Сасрыква Агухава, Абаза ТВ. 14 марта в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба состоится концерт Государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцария. В программе вечера прозвучат различные танцевальные мелодии, а также музыка к народным и популярным песням. Среди них щечнани, попурри абхазских песен, танцевальные композиции и другие. Напоминаем, что Государственный оркестр народных инструментов был создан в 2016 году на базе Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба в целях сохранения и развития национальных традиций, обычаев и фольклора. Начало концерта в 18:00, вход бесплатный. Немного о спорте. Госкомитет Абхазии по делам молодежи и спорту и Федерация парашютного спорта России подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились об усилении взаимодействия в сфере парашютного спорта, его продвижении на высоком международном уровне. Дамир Хмаил занял первое место в праздничном забеге на 2024 метра по набережной реки Мацеста в городе Сочи. Тренирует спортсмена Лолита Назарс. А Лолита Хмаил заняла второе место на дистанции 500 метров. Тренирует спортсменку Лолита Назарс и Елизабет Акуция. В завершении выпуска прогноз погоды. В
четверг, 14 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность, днем без осадков, местами с полудня, ближе к вечеру дождь разной интенсивности, туман. Атмосферное давление повышенное, нестабильное, ветер умеренный и значительный. Температура воздуха ночью плюс 5-10, днем 11-16, температура морской воды плюс 11, волнение морской воды слабо умеренное, относительная влажность воздуха 60-80%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.